Добрый день, Леонид. Вопрос как эксперту к вам. Вот если посмотреть на объекты республиканские, которые участвуют в конкурсе в масштабах России, насколько они уникальны? Что касается вот этих 5 объектов озвученных, они каждый по-своему интересен. Но самый перспективный и объект, который привлечет огромное количество туристов, это, собственно, Камское устье, это гора Лабач и Юрьевские пещеры. В силу того, что там вау-картинка для туризма, это очень важно, потому что 90% мы воспринимаем сейчас глазом. В чем эффектность? Там разлив 42 километра, соединение Волги и Камы, это две крупнейших артерии европейской части России. Волга приобретает там мощь, дорога от Казани идет вдоль берега. Очень все чрезвычайно живописно, можно сказать, лазурный берег наш. В Камском устье, пожалуйста, там хоть миллион может прийти, особенно если построят велосипедную или пешую дорожку. Это вы имеете в виду велодорожку от Казани до Камского устья? Конечно, 100 километров это не проблема для нашей республики, там будут миллионы. У нас ни одной в России такой нет. Это будет, вау, огромное количество петербуржцев, москвичей и иностранцев приедет. А голубые озера в России часто встречаются или это редкое явление? Редкие, конечно, да, безусловно, это Плитвицкие наши озера, 600 литров в секунду проистекает из глубин, температура 5-6 градусов, зимой и летом держится. И намолили в свое время ивановцы, которые у нас с обливаниями занимались, у нас Казань туда повадилась с 80-х годов. А Волжско-Камский заповедник чем привлекателен? Это единственный заповедник на территории нашей республики. Остальные только национальные парки, заказники, особо охраняемые территории. Место, конечно, уникальное. Это реликтовые леса, которые сохранились к востоку от Москвы, вплоть до Урала, который там почти не знает топора, можно сказать. Там водятся орланы белохвостые, питается рыбой. Это красавцы. Вот белоголовые орланы, младшие их братья, они поменьше особи, они являются символом Соединенных Штатов. Наши покрупнее. А что можете сказать о национальном парке Нижний Кама? Там прекрасные леса, пойменные. Это вот единственное, одно из немногих мест, где сохранились заливные луга. Это как бы вот степь, не понимаешь, где заканчивается. Вот горизонт идет, вот ровное пространство. И вот вплотную подходишь, ты видишь огромное озеро. Оно в камышах, то есть это вот такое равнинное пространство. Это очень интересно, необычно. И еще один объект, про который мы не говорили, это Шумбузский охотничий заказник. Он вообще мало известен. Это огромные леса. Собственно, по Нижней Каме это один из самых больших массивов. Это бывшие воронцовские дачи. Есть там кабанья ферма, где можно диких кабанов покормить с руки. Там великолепная рыбалка, там чудесные острова, Чистополь напротив находится. То есть если делать, там везде нужно для развития туризма делать привязки каким классом. То есть здесь шаговая доступность, ну не шаговая, а недалеко доехать можно. Мамадыш, Елабуга и Чистополь напротив. Нужно приучать природе, из которой мы вышли. Леонид, спасибо за интересный разговор. Пожелаем республике, нашим объектам победы. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.